Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Мусор не вывозили, а заплатить просят. За непредъявленные услуги требуют деньги, тем более за 3 года. Думаю, это незаконное дело. Жителям деревни Вороновка начали приходить счета за 3-летний долг по вывозу мусора. Откуда он взялся и за что его начислили, разбиралась Алия Хайрудинова. Внешние вызовы и недоработки на местах. Давайте немножко занимайтесь, а то вы теоретически очень молодцы. Форумы и все эти дела. А реально пока вас не видно. Что происходит в экономике республики, узнал Дмитрий Аринин. Времена меняются, память о герое остается. Мы сегодня опять ищем героев, нам нужны батыры. Как проходят традиционные республиканские соревнования по кэряш памяти Мусы Джалиля, расскажет Рамиль Шайдуллин. Жителям деревни Вороновка Лаишевского района пришли новые счета за вывоз мусора. Они назвали цифры космическими. У кого-то в графе 7, у кого-то 10 и даже 20 тысяч рублей. Мы готовы платить за услугу, только ее никто не оказывал, сетуют сельчане. За вывоз мусора здесь, на территории Лаишевского района, отвечает западный регоператор по ЖКХ. Там объяснили, что этот долг жители копили с 2019 года. И его разделили на 3 части, чтобы платить было легче. Такие же суммы придут и в марте, и в апреле. Причем платить по долгам также придется жителям Кукмарского района и Казани. Их общий долг перед регоператором оценивается в 138 миллионов рублей. Об этой проблеме говорили еще в конце января на заседании рабочей группы комитета по тарифам. Кто виноват и что делать в дорогом мусорном вопросе, разбиралась Алия Хайрудинова. Деревня Вороновка. Здесь около 400 домов, проживает около 1500 человек. Но на днях тихую деревенскую жизнь нарушили суммы в счетах-фактурах. За вывоз мусора на каждый дом начислили от 7 до 30 тысяч рублей. Все бы ничего, говорят жители, вот только мусор здесь никто не вывозит. И даже контейнерных баков никогда не видели. Последние 10 лет я нигде не видел, чтобы у нас был контейнер или площадка, или какая-то машина приехала, чтобы собирать этот мусор. Вакиф Хайрулин в деревне Вороновка живет почти 20 лет, но такие огромные счета за вывоз ТКО никогда не видел. В своем доме он прописан с женой. Им на двоих начислили 7 тысяч рублей только за мусор. Говорит, надеялись, что это ошибка, ведь мусор из деревни не вывозят уже много лет. Я понимаю, что за сбор, за вывоз мусора надо платить. Но эту услугу же надо оказывать. А эту услугу вот за последние 10 лет ни контейнера, ни площадки, ни машины никаким образом не было. Мусор-то практически там не так много собирается у нас, потому что я пищевые отходы на компост, бумажные у меня печка есть, сжигаю, остается вот бутылки. Все, что собралось, жители вывозили в город или в ближайшие поселки. А пенсионерам и вовсе приходилось просить помочь соседей. 7 с лишним тысяч. За какой период? Непонятно. Работа, какие работы, тоже непонятно, потому что сколько я здесь живу, ни разу не вывозились, твердые бытовые отходы ни разу не вывозились. Первое. Второе. У нас нет места складирования для твердых бытовых отходов. Во-первых, взяли не за месяц, а за 3 года сосчитали. И у многих вышло тут у кого 8, у кого 7, у кого даже больше 20. За вывоз мусора здесь с 2019 года отвечает УК по ЖКХ. Там объяснили, собственники домов еще 4 года назад должны были заключить с регоператором договор. В прошлом году по ЖКХ через Росреестр обновил список зарегистрированных домов в Лаишевском районе. У 4200 домохозяйств не оказалось договора с регоператором, и они не платили. Мы сегодня обратились в компанию. Здесь пояснили, мусор регулярно вывозят. Только контейнеры для жителей Вороновки стоят в соседнем селе. Место накопления отходов находится в соседнем населенном пункте Песчаные Ковали на удалении не более 500 метров от вышеуказанного населенного пункта, деревни Вороновка. То есть у жителей данного населенного пункта есть возможность размещать свои твердые коммунальные отходы, образуемые в результате жизнедеятельности, на данных контейнерных площадках. Они находятся
на улице Добрая и на улице Молодежная. Такая квитанция с такими же суммами за мусор придет еще 2 раза – в марте и апреле. Образовавшийся долг регоператор поделил на 3 части. В региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ объяснили, что суммы начислили законно. Наоборот, нарушали сами домовладельцы, не заключив вовремя договор с регоператором. К сожалению, наши собственники не всегда знакомы с законодательством. В пределах муниципалитета мы можем, они хоть и могут в город вывозить. Какая разница здесь? И здесь по ЖКХ, и там по ЖКХ. То есть разницы никакой. Начисления производятся либо на собственника помещения, либо на проживающих. Соответственно, если, например, он собственник в деревне, а проживает в городе, он уплачивает и здесь, и там. То есть платить придется всем. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать жители Вороновки, это на перерасчет по сроку исковой давности. У нас есть срок исковой давности 3 года. То есть за последние 3 года, если сейчас у нас февраль 23 года, значит отсчитываем февраль 22, февраль 21, февраль 20. Вот с февраля 20 года по февраль им могут быть вот эти суммы, они обязаны как бы пересчитать и начислить. Все, что касается там 19-й год, вот начало 20-го, нет. Эти суммы уже, как говорится, рекоператор потеряет. Госжилинспекции говорят, жители Вороновки к ним не обращались, но жалобы есть. Жители пишут, в деревнях Зимняя Горка и Татарский Кабан не вывозят мусор, а счета прислали. Туда выехали инспекторы и установили, что сбор мусора никак не организован. Регоператору вынесли предостережение. В ответ на предостережение предоставлена информация, что сбор и вывоз организован на территории сельских поселений, в которые входят непосредственно вот эти вот населенные пункты. В таком случае не допускается начисление платы, поскольку сбор и вывоз никаким образом не организован. Иные сельские населенные пункты находятся на значительном удалении. По этому факту Госжилинспекция направила информацию в антимонопольное управление. 2-й экземпляр в прокуратуру республики. Сейчас инспекция готовит иск в суд, чтобы защитить права жителей этих сел. Ведь платить никто не отказывается, говорят сельчане. Главное, чтобы в деревне контейнеры появились, и они были в шаговой доступности. И регоператор оказывал услуги по вывозу. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Накануне мы рассказывали о проблеме жителей села Калмаш Тукаевского района, которая развернулась вокруг частной газовой трубы. Напомню, в 2020 году на улицу Дружбы и еще 8 улиц была проложена труба силами товарищества собственников недвижимости Приозерный. В него входит порядка 50 собственников, которые внесли оплату за строительство. Как только вышла программа дегазификации, многие жители села изъявили желание воспользоваться бесплатной государственной поддержкой. Газ подключил филиал «Газпром Трансгаз Казань» в Набережных Челнах. Однако спустя некоторое время людям начали приходить досудебные иски от ТСН Приозерный, чтобы те выплатили компенсацию по 150 тысяч рублей с каждого дома. Как нам пояснил председатель ТСН, деньги хотят взыскать не за подключение к газораспределительной трубе, а за компенсацию строительства этой трубы. Жителям, значит, тем, кто участвовали в строительстве, конечно, эта ситуация не понравилась. Когда их начали подключать, несколько человек не скидывались. Вот, но газопроводом, получается, пользуются. Поэтому было принято решение обратиться в суд за восстановлением справедливости. Мы защищаем свои права собственников газопровода, требуем от них компенсацию за строительство газопровода, который мы построили. Экономика Татарстана оказалась устойчивой к внешним вызовам. Об этом свидетельствуют итоги минувшего года. Сегодня с участием Рустама Минниханова состоялось заседание Оперштаба по социально-экономической стабильности и коллегии Минэкономики Татарстана. Как отметили, валовой региональный продукт вырос на 6% и составил 3,8 триллиона рублей. Это 7-й показатель среди регионов страны. При этом, как отметил Рустам Минниханов, остается ряд проблемных вопросов. В республике сократилось число научных разработок для бизнеса. В ряде районов в промпарках только по одному резиденту и растет задолженность по налогам. Сейчас это 15 миллиардов рублей. Какие собираются принимать меры, узнал Дмитрий Аринин. Его пускают единицы. Зеленодольская производственная фирма освоила выпуск импортозамещающих комплектующих для КАМАЗа. Масляный модуль предназначен для грузовиков нового поколения К5.
Этот продукт, он уникальный, его вообще в России нет. То есть он разработан специально под КАМАЗ и будет производиться на наших площадях. Свои достижения малый и средний бизнес республики представил на выставке. Ее осмотрел Рустам Миниханов. Как подчеркивает именно связка МСП и крупных предприятий, должна дать обоюдовыгодный эффект. Первые получают заказы, вторые – необходимые компоненты. Находимся прямо за IT-парком, между IT-парком и КАМАЗом. То есть нам сам Бог велел заниматься такими вещами. Как отметили по итогам минувшего года, экономика Татарстана оказалась устойчивой к внешним вызовам. Валовой региональный продукт вырос и составил 3,8 триллиона рублей. Это 7-й показатель среди регионов страны. Основа экономики – добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Рост зарплат в Татарстане обогнал инфляцию. Сейчас у нас в среднем получают 50 тысяч рублей. Это больше всех в Поволжье. Безработица продолжает сокращаться, приближаясь к нулю. Благодаря нашим предприятиям, трудовым коллективам, несмотря на санкции, давление, сохранили производство, сохранили рабочие места, обеспечили стабильность, нашли новые формы и поставок, и логистических цепочек. Работу экономики Татарстана положительно оценили на федеральном уровне. Благодаря работе профессиональной команды республика сохранила позиции лидера по развитию экономического потенциала, цифровизации, оперативному принятию различных мер и лучших практик по развитию экономики. Все предприятия, все главы районов должны четко совершенно понимать, что в этом году мы должны еще больше обеспечить рост, еще больше обеспечить эффективность, еще в большей степени обеспечить наполняемость бюджета, потому что открылись возможности. Огромное количество мер поддержки, дополнительных каких-то мер поддержки уже, наверное, и не будет на федеральном уровне. Они все сформированы, с ними надо эффективно работать. Приоритетная задача в стране и в республике – технологический суверенитет. В Татарстане же фиксируют сокращение научных разработок. За последние 10 лет количество полученных патентов на изобретение в республике сократилось на 17%. Вузам совместно с бизнесом необходимо провести корректировку программы научных исследований для получения конкретных прикладных результатов. Санкции, пока мы не будем самодостаточными, они никогда не кончатся. Нам необходимо свою науку развивать. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки в республике растет число занятых в малом и среднем бизнесе. Сейчас в нем трудится более 500 000 человек. В текущих условиях важным инструментом в обеспечении рынка сбыта является развитие онлайн-торговли. По итогам 2022 года количество татарстанских онлайн-продавцов выросло в 2 раза, составляет более 45 тысяч. Рост самозанятых зафиксирован во всех наших муниципалитетах. Главам районов совместно с управлением Федеральной налоговой службы необходимо не допускать переоформления наемных работников самозанятых с целью ухода от уплаты налогов. За минувший год налоговая задолженность в Татарстане выросла на 78% и превысила 15 миллиардов рублей. Особенно долги нарастили предприятия строительной и промышленной сферы. Также растут долги в Казани и Нижнекамске. Нарастили задолженность. Это ненормально. Задолженность что такое? Это кандидаты на банкротство. Это потерянные рабочие места. Это потери бюджета. Имущественные налоги. Вот только на 1 января 2,6 миллиарда задолженность по имущественным налогам. Это физические лица. Вот каждый из нас должен заплатить то, что должен заплатить. Также Рустам Миниханов отметил, недопустимо, чтобы промпарки республики пустовали. Сейчас на 7 территориях всего по 1 резиденту, еще на 4 заполняемость ниже 30%, а построены они были за счет бюджета. Заполняемость парков должна быть обеспечена не менее чем на 70%. Это зона ответственности, в том числе и глав, совместно с агентством инвестиционного развития, инвестиционным венчурным фондом, ну и, конечно же, координатор министерства. Хотя мы пока не от инвестиционного фонда. Где инвестиционный фонд? Агентство инвестиционного развития. Далее. Давайте немножко занимайтесь, а то вы теоретически очень молодцы. Форумы и все эти дела. Реально пока вас не видно. Такая же ситуация с ТАСЭРами. Раис сегодня раскритиковал Нижнекамск. Здесь не привлекли ни одного резидента. Слабо отработал и Чистополь. Главе
Нижнекамска высказал, что надо внимательно смотреть. Понятно, это не просто в современных условиях находить резидентов, но мы же видим, появляются резиденты, надо создать условия. Обращаю внимание глав, инвестиции, источник развития территории и повышение доходов и качество жизни наших граждан. Для этого нужны рабочие места, транспорт, социальная инфраструктура. В этом году должны завершить разработку проектов Казанской агломерации, затем приступят к Камской и Альметьевской. Все вроде красиво, хорошо, значит, взяли, построили. Ни транспорта нет, ни социальной инфраструктуры. И люди мучаются, и власть ругают. Все это развитие должно быть очень сбалансировано. Еще одна задача – проанализировать, как на экономику республики повлияют федеральные инновации в налогообложении нефтяной отрасли. Приоритет будет отдан бюджету страны. Необходимо принять меры для компенсации выпадающих доходов. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. С 1 марта владельцев электрокаров освободят от оплаты проезда по платным дорогам. Решение принято правительством России. Эксперимент продлится до конца года и коснется только поездок по федеральным трассам, в том числе по М12. Предполагается, что такая мера положительно скажется на развитии электрического транспорта в стране. А сами водители смогут сэкономить до 2000 рублей за поездку. Данная мера предусмотрена в концепции по развитию электротранспорта. Согласно проекту, к 2030 году не менее 10% всех автомобилей, производимых в России, должны быть электрическими. Максим Вандышев, насмерть сбивший семейную пару в Казани, отправится в колонию поселения. Такое решение принял 6-й кассационный суд Самары. Напомним, в ноябре 2021 года мужчина совершил наезд на Райзалю и Сергея Поповых, которые переходили дорогу по зебре на улице Тецовская. Автомобиль под управлением Максима Вандышева сбил их, не снижая скорости. Экспертиза показала, он был пьян. Супруги погибли до приезда скорой помощи. У них остались 2 детей. Было возбуждено уголовное дело. Суд отправил мужчину на 9 лет в колонию общего режима. Однако, по данным прокуратуры, в первой инстанции не учли того факта, что мужчина сбил Поповых по неосторожности. Кроме того, он не был ранее судим. А в этом случае возможный приговор только колония поселения. Прокуратура республики обратила на это внимание, и 6-й кассационный суд Самары пересмотрел приговор. Теперь, после его вступления в силу, Максим Вандышев отправится в колонию поселения. У нас развернулась война. Фермер винит главу поселения в падеже лошадей. Почему известного конезаводчика лишили земли для выпаса, а он потерял часть крупного поголовья татарской породы? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Вопросы дальнейшего сотрудничества сегодня обсудил Рустам Минниханов с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым. Встреча прошла в Доме правительства. Речь шла в том числе об укреплении деловых контактов между республикой и страной по целому ряду направлений. Завтра из Казани в Лисичанск отправится очередная партия гуманитарного груза. В подшефный для Татарстана город выйдут 6 фур. Это 105 тонн груза. Здесь все самое необходимое – продукты, предметы личной гигиены, медикаменты, бытовая химия. Так, высокогорцы выделили 20 тонн цемента, Нурлатский район – стройматериалы, Менделеевск – крупы, Набережные Челны – генераторы, средства гигиены и посуду, Татагролизинг – картофель. С начала года это уже 4-я отправка конвоя с продовольствием от партии «Единая Россия». Так активно вся республика включилась, вот практически с первых дней. И это не только бизнес, не только муниципальные районы. Что особенно важно отметить, это просто рядовые татарстанцы, просто неравнодушные жители нашей республики. За этот период, вот постоянно на сегодняшний день, уже направлено только под эгидой партии 937 тонн различных грузов. Борьбу КРШ решено сделать самым масштабным видом спорта в республике. Об этом сегодня заявил председатель Президиума Федерации КРШ Татарстана Марат Ахметов. Он принял участие в открытии республиканского турнира по национальной борьбе памяти героя поэта Мусы Джалиля. Турнир учрежден газетой «Ватаным Татарстан», где поэт работал в 20-х годах прошлого столетия. В этом году он проходит в 60-й раз. Это одно из главных состязаний по борьбе в республике. На 2 дня в Татарстан традиционно съезжаются сильнейшие борцы практически со всей страны. Почему и спустя десятки лет этот турнир не теряет актуальности, выяснял Рамиль Шайдулин. Здесь не принято жаловаться на усталость. Победа на этом ковре дает больше, чем кубок. Турнир памяти Мусы Джалиля – одно из главных состязаний Татарстана. Стать победителем здесь значит вписать свое имя в историю борьбы республики.
Юбилейный 60-й турнир памяти героя-поэта сделали еще ярче и театрализованнее. Перед началом состязаний сценка, где молодой Муса Джалиль предстает перед зрителем в годы Великой Отечественной войны. И знаете, получается сегодня так, что мы сегодня опять ищем героев, нам нужны батыры, не только на ковре, и в жизни, и сами понимаете, где. Поэтому значимость турнира всегда актуальна. Уровень турнира, как и сама личность Мусы Джалиля, они никогда не теряют своей значимости, говорят со сцены президент Федерации борьбы на поясах республики Марат Ахметов и президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес. Сегодня у нас есть уникальная возможность сказать региону, который нам вместе с культурой республики дали такой прекрасный стиль борьбы. Именно благодаря культуре всего Советского Союза и России были сформированы первая национальная команда Олимпийских игр 1952 года. Веками основой и важной особенностью татарского кряж было и остается не только сила, но и уважение к своему сопернику. Ведь по правилам борцы обязаны в броске сначала приподнять соперника, возвысить его над собой и только потом уложить на лопатки. Еще одна особенность юбилейного турнира – чествование ветеранов. На сцену выходят те, кто был неоднократным чемпионом в прошлые годы. Нижнекамец Габбас Ахмадеев побеждал дважды. Говорит, это было незабываемо. Это как всенародный праздник был, всенародный. Это из деревень, там председатель колхоза приезжали, там парторги раньше такие же были. Все приезжали, болели за своих людей, за своих борцов. Ринат Каримулин – семикратный действующий чемпион. В этот раз намерен стать восьмикратным. С каждым годом соперничество растет. Я все равно продолжаю тренироваться. Надеюсь, все хорошо будет. Хорошее будущее ждет и сам вид спорта. По словам Марата Ахметова, статус борьбы кряж в республике серьезно повысят. Сегодня мы до открытия соревнований проводили заседание федерации и поставили задачу сделать самым масштабным видом спорта нашей республики нашу национальную борьбу. Она очень символична и с нашим статусом республики, и с нашим национальным характером. Бескрашли халак, бескрашли халак. Соревнования по традиции будут идти 2 дня. На ковер выйдут 400 сильнейших спортсменов из 45 команд страны. Рамиль Шайдун, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Это все новости к этому часу. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды с Дианой Асгар. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Есть такая фраза, ее обычно приписывают Сенеке. Не суть, тут важен смысл, а он достаточно глубокий. Для корабля или человека, который не знает, какой гавани плыть, ни один ветер не будет попутным. Но действительно, невозможно не согласиться. В нашей обычной жизни, в бизнесе или где-то еще это проявляется постоянно. Более того, это верно и в случае государственной политики, государственной стратегии, скажем, в области научной деятельности. Есть такое понятие – национальные научно-технологические приоритеты. Давайте зададим себе честный вопрос. Хорошо ли мы представляем и понимаем, что это за приоритеты в масштабах страны? Ответ почти риторический. Реальность показала, отсутствие таких четких и выверенных приоритетов создало колоссальные риски для целого ряда стратегических и критически важных отраслей. Один из самых наглядных примеров, на самом деле их огромное количество – гражданская авиация и авиапром. Но разве мы не понимали, какой риск был заложен, когда национальные авиакомпании массово закупали зарубежные самолеты? А наш отечественный проект «Суперджет-100», созданный, как мы раньше не без гордости заявляли, в тесной и широкой кооперации с иностранными партнерами. Доля импортных комплектующих доходила до 70%. Сейчас и такую задачу недавно поставил президент Владимир Путин. Государству, бизнесу и представителям науки нужно объединиться для достижения национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов. Условно не размазывать тонким слоем средства по проектам-разработкам с сомнительной эффективностью, а сосредоточиться на действительно стратегических и прорывных направлениях. А для этого регионы, госкорпорации, предприятия, а также частные компании должны стать заказчиками на исследования и технологии, отметил президент. На первый взгляд очевидные вещи, а разве сейчас не так? Увы.
И тут поймите правильно, никто не ставит под сомнение компетентность наших ученых, их возможности делать открытия, генерировать идеи и так далее. Вопрос даже не в коммерциализации их проектов. Дело в том, что они изначально не всегда, скажем так, ориентированы на реальный сектор, на тот самый практический результат. Несколько цифр для понимания. Расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 2023 году составят 1,2 триллиона рублей. Почти половина из них будет направлена непосредственно на исследования и разработки. Так вот, как отметил министр финансов Антон Силуанов, государство участвует в процессе на 2/3 и только на 1/3 бизнес. Ничего не меняется, хотя и налоговые стимулы есть, сокрушался министр. Есть и второй момент, на который обратил внимание глава Российской академии наук Геннадий Красиков. Директора научных институтов заранее понимают, какой бюджет им будет выделен на исследования. Исходя из этого, они сами формируют тематику работы, выбирают те, которые уже выполнены ими на 80%. А условно не те, которые сейчас особенно нужны рынку и реальному сектору. Что с этим совсем делать? Ответы у правительства есть. Нужна, во-первых, экспертиза и ревизия экспертных советов. Нужно уйти от дублирования финансирования одних и тех же проектов, которые потом поставят на полку. Продолжая ассоциативный ряд, очень понравилось, как выразился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Важно обеспечить востребованность научных результатов. Тут принцип горячей картошки, когда разработка должна быть передана дальше, а не положена на полку в виде статьи. Сказано отлично, осталось воплотить все в реальность. Время не ждет. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. Хочу современный жилой комплекс. Хочу парк рядом. Хочу жить красиво. Поэтому Акбарсдом. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit. Только в феврале с преимуществом до 1 миллиона рублей. Зимние шины в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207-2080. Exceed. Born for more. Здравур! Скотине давай регулярно. Яйца, мясо, молоко будут постоянно. Я, тут типа в 93-м. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаю. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах с 9 февраля. Фармленд. Кэшбэк. Совершайте покупки в аптеках Фармленд и получайте кэшбэк до 30%. Кэшбэк. Для вашего здоровья. Риск, адреналин, преодоление – все на грани человеческих возможностей. С 23 февраля в Казанском цирке «Экстрим» программа «На грани». Здравствуйте! Подробный прогноз погоды после полезной информации. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Прохладная суббота ожидает нас впереди. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Баулах, Азнакаево прогнозируется умеренный мороз и небольшой снег. Ночью около 14 мороза, днем ожидается 9 градусов со знаком минус. Аналогичная картина будет наблюдаться и в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью 15 градусов мороза, днем минус 10. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо пока затянуто облаками. И без снега не обойдется. Ожидаемая температура ночью 16, днем около 11 градусов мороза.
В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно, местами снег, ночью около 15 мороза, днем минус 10 градусов ниже нуля. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске снежная погода, ночью 10, а днем 8 градусов со знаком минус. В Алеметьевске, Чистополе, Мамадыше по прогнозу синоптиков небольшое похолодание и незначительные осадки. Ночью до 15 мороза, днем 8 градусов ниже нуля. В воскресенье погодные процессы существенно не изменятся. Эмис – вся польза темных сортов винограда в одном напитке. Действует предложение. Удваиваем выгоду. При покупке одной упаковки Эмис Таврический одна упаковка лимонада в подарок. Наполни себя внутренней чистотой в месяц Рамадан. Виноградный напиток «Эмис» укрепляет тонус, повышает силы и делится энергией. Признан лучшим продуктом 2022 года. «Эмис» – прекрасный подарок для всех членов семьи. Антикварная галерея «Ретроспектива» купит старинные татарские украшения и детали от этих украшений. Также антикварные предметы. Очень дорого. Адрес галереи – Казань, улица Коротченко, 22, рядом с железнодорожным вокзалом. Телефон 8 9600 41 23 41. В Казани облачная погода, временами небольшой снег. До 13 мороза ночью и до 9 градусов со знаком минус днем. Ветер северо-западного направления, атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 87%, магнитное поле Земли спокойное. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 февраля в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. С вами была Диана Асгар. До новых встреч!